Логика выбора в данном случае определяется доступностью данного села для такого рода атак. А в целом это ожидаемая тактика на азербайджанской стороне вооруженных сил Азербайджана по наращиванию давления, военного давления на Армению и власти Армении. Происходящее является ожидаемым. Армянская сторона не готова к такой эскалации. Происходящее, скорее всего, входит в разрез с ожиданием армянской стороны. Армянская сторона остается оторванной от реальности и считает почему-то, что Азербайджан может отказаться от военного давления и принуждения Армении военными методами пойти на очередные уступки. То есть проблема в данном случае искаженного восприятия реальности армянской стороны, искаженного восприятия целей и задач Азербайджана и стоящего за Азербайджаном России и Турции. Азербайджан не прекращал вооруженные действия. Азербайджан продолжает военные действия. Мы имеем всего лишь перемирие и отсутствие крупномасштабных военных действий. Но гибридная война, которая проводится другими методами, иррегулярными методами информационного пространства, она продолжается. И Азербайджан наращивает военные усилия в других сферах войны и другими военными методами. И данные обстрелы являются естественным ожидаемым шагом в этой войне. То есть Азербайджан не завершил войну. Азербайджан не собирается отказываться от военных методов решения проблем. Меняются формы войны, чего не понимает, возможно, армянская власть, политические деятели Армении. Поэтому ничего неожиданного. Ничего неожиданного для военных экспертов, лиц, которые достаточно давно работают с войной и с военными темами. Происходящее, повторюсь, является логичным шагом и продолжением политики и стратегии Азербайджана по применению военных методов против Армении. И Азербайджан не откажется от этого, насколько бы не желали этого армянские власти. Я бы вопрос по-другому поставил. Почему именно сейчас мы слышим такое заявление? Я думаю, что премьер-министр Армении и правительство уже слишком сближились, по мнению Москвы, с европейскими структурами. Был принят закон, что Армения двигается в Европейский Союз. Неясно, что это значит, сколько долго мы будем двигаться в этом направлении, какой будет результат. И вообще, через несколько лет будет ли такой союз, или этот союз распадется. Почему сейчас такое заявление было сделано? Я думаю, что это все-таки предупреждение, что если Армения слишком будет сближаться без каких-то серьезных перспектив с Европейским Союзом, то это предупреждение серьезное, потому что связи это Евразийским Союзом Армении в экономическом плане, то есть последствия могут быть очень серьезными, если Армения выйдет из Евразийского Союза. Я думаю, что серьезных экономических каких-то последствий для России не будет. Другое дело, что, во-первых, это будет значить какую-то тенденцию, да, что какие-то страны уже выходят из Союза. И второе, это геополитическое значение Армении. То есть, скорее всего, Армения имеет не экономическое значение, а геополитическое значение. Я бы не назвал этот рост резким. Он укладывается в общую логику роста долга, в логику, которую мы имеем последние 4-5 лет, скажем так. Фактором роста долга является дефицит государственного бюджета. Так как у нас бюджет дефицитный и дефицит существенный, можно сказать, то, конечно же, это приводит к росту долга правительства, можно так сказать. И в соответствии с этим мы имеем, определенный рост общей задолженности, но здесь ключевым моментом является управляемость долга. Является ли долг управляемым и являются ли ключевые индикаторы, которые очень важны для мониторинга долга, находятся ли они в диапазонах, которые позволяют нам оценивать долг как управляемый. На данный момент долг можно назвать управляемым, хотя, конечно же, легким его никак нельзя назвать. Существенно, мы каждый год платим или на обслуживание долга уходят существенные средства. Это нельзя назвать нормальным, но это та цена, которую мы заплатили за то, чтобы экономика была устойчивой, в том числе в 2020 году, когда
у нас была война, и у нас были существенные проблемы, экономические проблемы, которые были связаны с пандемией. Это та цена, которую мы платим, и еще и та цена, которую мы платим для того, чтобы, например, иметь более модернизированную инфраструктуру, иметь более развитую систему разного рода инфраструктурных проектов, которые необходимы для обеспечения устойчивой основы дальнейшего экономического роста. Есть там ключевые индикаторы, в первую очередь, какая часть задолженности в национальной валюте и какая в валюте. Более 40% долга в национальной валюте – это один из ключевых индикаторов. Это, конечно, приводит к удорожению обслуживания долга, но, с другой стороны, позволяет уменьшить валютный риск. Это первое. Второе. Есть также и другие индикаторы. Это средний взвешенный процент долга, который находится в, можно сказать, удовлетворительном диапазоне. Это средний срок по задолженностям разным. Это другой индикатор состоит в том, какая часть долга должна быть выплачена в течение следующих 35 дней. Это также является ключевым индикатором по всем этим, а также по другим индикаторам. Да, у нас есть определенное ухудшение, но все эти индикаторы находятся в диапазоне, в определенного рода удовлетворительном диапазоне, что позволяет нам оценить долг как стабильный или управляемость долга оценить стабильным. Более 40% долга в армянских драмах, и к тому же существенная часть долга, более 40%, это внутренний долг. Это значит, что основная часть этой суммы – это задолженность государства, это задолженность правительства перед резидентами, своими гражданами и своими предприятиями. И второй еще и момент, если исходить из внешнего долга, то существенная часть долга – это задолженность перед международными финансовыми организациями. И если мы пытаемся оценить уязвимость долга в плане недостаточной диверсифицированности, то можно сказать, что наоборот, долг достаточно диверсифицирован и в плане пропорции внешнего и внутреннего долга, в пропорции в драмах или в валюте, и в пропорции задолженности перед государственными и международными организациями.